you say, the way you turn your back and then you walk away. Shut your mouth and open up your eyes. You better take your time and try to realize that no one's free from sin. And when I look at you, I scream within, what is wrong with you? You raise yourself up. Я вас категорически приветствую, мои уважаемые зрители. Вы меня пока не видите, но я здесь, я с вами. И сейчас мы с вами... Сейчас я появлюсь, значит, в прямом эфире. В прямом эфире выхожу из нашего потрясающего киберспортивного клуба «Арена 13», логотип которого вы можете видеть в правом от меня, соответственно, в вашем левом верхнем углу. Да, надо будет потом разобраться, сено, солома, право и лево. Ну ладно, не критично. Значит, что у нас сегодня с вами в программе? У нас сегодня с вами в программе коротенький выпуск адвокатских новостей, в которых мы с вами будем делиться следующими новостями прошедшей недели. А именно, значит, на прошлой неделе было два замечательных судебных заседания. В частности, по иску адвоката Волкова Дмитрия Ивановича рассматривалось его заявление о восстановлении статуса адвоката, признании незаконным решение Совета Адвокатской палаты. Значит, что я хотел вам показать, мои уважаемые, с учетом того, что я ставлю свою задачу не только информирующую вас, но и немножко образовательную, я вам покажу сейчас, поскольку данный выпуск предназначен прежде всего для адвокатов, юристов нашей республики. Кибернавык, своего рода киберликбез. Значит, давайте с вами посмотрим. В прошлом выпуске я обещал, что поднимем мы статистику. Сколько же все-таки судов ведет сейчас адвокатская палата Республики Мордовия. Давайте посмотрим. Значит, заходим в вкладку «Судебное дело производства». Непосредственно сейчас я нахожусь на сайте Ленинского районного суда города Саранска, и мы можем с вами посмотреть всю информацию по делам, в которых принимала и принимает участие, значит, в качестве ответчика наша адвокатская палата Республики Мордовия. Значит, иск Натальи Ивановны Бутякиной был удовлетворен Евгенией Юрьевной Догоровой. Очень интересно. Значит, был удовлетворен, кстати, 9 июля. Я забыл об этом упомянуть в прошлом выпуске, но мы пока не будем этого касаться. Хотя вы можете ознакомиться непосредственно с судебным актом, поскольку это у нас с вами не основная тема. Так, мне пишут. Кто мне пишет? Ладно, пока не могу посмотреть. Или могу, но... Ладно, вернемся в наш эфир. Значит, иск Дмитрия Ивановича Волкова. О, кстати, смотрите-ка, у нас уже появилось и резолютивное решение. Значит, стоп, это было отказано в принятии. А есть у нас еще один иск. Нет, мотивированного решения нету. 25 июля, вот это самое дело, о котором я упомянул, было отказано удовлетворение искового заявления о признании незаконным и отмене заключения квалифкомиссии, решение Совета Палаты о прекращении статуса адвоката. Было два судебных заседания 19 июля, это, по-моему, у нас понедельник, нет, не понедельник, это пятница позапрошлой недели, и 25-го окончательное судебное заседание было вынесено решение, которым было отказано удовлетворение иска. 19-го представителем был непосредственно наш мордовский резидент, вместе с ну ладно, не буду хамить, все-таки прямой эфир, вместе с вице-резидентом Кругловым Владимиром Александровичем, а непосредственно 25-го интересы палаты уже представлял Смакаев Руслан Ракович. И в этой ситуации моя точка зрения, как редактора, совпадает с точкой зрения автора. Крайне меня разочаровал Руслан Рафикович Смакаев. Почему? Потому что поддерживать все-таки надо правое дело. Я бы не сказал, что сейчас амелинская группировка имеет все основания заявлять, что они светочи адвокатской этики. Я, безусловно, с этим лично не согласен, потому как ребята, которые защищали убийц и прочих, ну реально, вы же знаете, учат нас адвокатской этике. Я просто-напросто... Я в шоке. Я в шоке, мои уважаемые. Ладно, вернемся к исковому заявлению. Второе
Вторая новость. Значит, кстати, обратите внимание на список. Пока подгружается медленный сайт, конечно, Ленинского районного суда. Непригодный для эфира. Значит, всего порядка, видите, 40 записей. Интересно, конечно, подробнее разобрать, но мы, что называется, аналитику проведем в другой раз. Значит, исковое заявление Сергея Владимировича Толмачева было рассмотрено Бурлаковым Игорем Ивановичем. Было отказано в удовлетворении иска к адвокатской палате. Решение было вынесено 17 июля 2019 года. Суть дела. Давайте посмотрим. Суть дела была следующая. Значит, Сергей Владимирович Толмачев обжаловал, видите, тут большая сущность требований. То есть положение о целевом фонде, порядке внесения, значит, целевых отчислений на приобретение помещения для размещения адвокатской палаты, короче, для личного тронного зала нашего мордовского резидента. Вот, нужно из этого все-таки исходить. Почему? Потому что вы все это знаете не хуже меня, чем занимается сейчас наш мордовский инязор от адвокатуры. Даже не совсем понятно, действительно ли от адвокатуры, или он представляет непонятно для адвокатов чьи интересы все-таки, да? Значит, мотивировки еще тоже нету, поэтому сейчас обсуждать эти вопросы как-то, наверное, пока преждевременно. Пока преждевременно. Что еще интересного? На этой неделе, точнее на прошлой неделе, на этой неделе продолжает. Славная столица С. Есть такая газета, я думаю, вы знаете, которая категорически любит адвокатов. Я просто тут вспомнил про одну хайповую новость, но мы к ней вернемся попозже. Категорически любит адвокатов, в частности, пишет активно о том, как бывший глава Республики Мордовия и Самарской области Николай Иванович Меркушкин впал, судя по всему, в немилость, в связи с чем вызвана, значит, инспекция прокуроров, целый прокурорский десант приехал у нас в Республику Мордовия, но об этом пока пишет только столица С, другие средства массовой информации об этом не пишут. Можете ознакомиться. Я бы не сказал, что мы с вами узнаем что-то новое, но мне в этой ситуации, мои уважаемые коллеги, очень интересно следующее. А кто же из адвокатов будет представлять интересы главы Республики Мордовия, пусть даже бывшего главы Республики Мордовия? Вот, и ну, очень просто-напросто юридический контракт, адвокатский контракт, соглашение, которое будет заключено, я думаю, серьезно укрепит и политические позиции адвоката, который будет представлять его интересы. И мне очень интересно, кто же все-таки из адвокатов Республики Мордовия будет способен или привлечен для защиты интересов уважаемой семьи в нашей республике. Ну и немножечко хайпа, или, как говорится, жареных уток. Значит, коллеги, значит, я так понимаю, активно следят за, ну, достаточно активно за моими публикациями. Не всегда, точнее, в последнее время всегда всегда провластными. Нет, наверное, все-таки я не прав. Мысль по поводу независимости относительно, значит, настолько независимый, насколько, значит, ему платят денег. Поскольку мне в данной ситуации денег никто за это не платит, кроме моего желания рассказывать вам о наших адвокатских новостях, то можете считать меня в этой ситуации беспредельно независимым, я бы даже так сказал. Сергей Владимирович Толмачев, вот это вызывает уважение. Значит, я уже упоминал о его активности, значит, медийный, не постеснялся, значит, завел аккаунт в социальной сети непосредственно и размещает весьма пикантные фотографии с намеком на то, что они принадлежат известным в Республике Мордовия, и не только в Республике Мордовия, адвокатам. Вот. Ну и некто Владимир Ильич, по некоторым признакам этот аккаунт связывают с аккаунтом, принадлежащим, значит, мордовскому резиденту. Ну, как говорится, не пойман, не вор, хоть ты и адвокат, что называется, хоть и очень возмущается тем, что вот эти фотографии публикуются. И, коллеги,
Драгоценнейшие наши адвокатские коллеги, дорогие вы наши. Значит, эфир, конечно, у меня немножечко затянулся, исходя из моего регламента. Но что я хочу вам сказать. Все-таки, несмотря на то, что Федеральная палата адвокатов занимает некрасивую позицию по отношению к рядовым, как я их называю, фронт-адвокатам, несмотря на то, что наши адвокатские палаты субъектов наплевательски относятся к исполнению своих представительских обязанностей, они обязаны заботиться о том, чтобы у нас были нормальные и достойные условия для работы, а мы с вами знаем, конкретно в СИЗО Саранская ситуация не поменялась, с диктофонами и телефонами вы точно не пройдете и тому подобное, ну многие из вас, если не побоятся, а уверен, что вы побоитесь скандалить с амелинской группировкой, ввиду возможности лишения статуса адвоката, да? Но тем не менее, я все-таки призываю вас, имея возможность и имея смелость заявить лично вот этим негодяям, которые заявляют, что они умнее и важнее и знают больше всех. Я говорю про действующую адвокатскую резидентуру, которая считает себя органами самоуправления. Но тем не менее, все-таки постарайтесь вести себя, ну, по возможности корректно. Хотя кто бы говорил, да, с учетом того, что я не стесняюсь в выражениях и лично, и публично, и тому подобное. И вы помните, что меня предпочитают даже выводить с помощью нарядов Росгвардии. Но в любом случае, я желаю вам хорошего настроения. Не забывайте слушать хорошую музыку, не забывайте заниматься не только киберспортом. Приходите к нам в спортивный клуб «Арена 13». Если у вас будет день рождения, то вам еще и 2 часа бонусом в подарок. Учтите этот момент, коллеги, увидимся с вами. Хорошего вам настроения и, конечно же, хорошей вам музыки. Например, от радиостанции «Ультра». Cataclysm raining down, insides crying, save me now.